Вот если нам Садыр Джапаров вдруг не понравится, мы через месяц его кинем. А кто это депутат? Там бегает Ширшов, уговаривает всех, якобы, даже кому-то чем-то, так скажем, что-то обещает. Это просто два, если даже не друга, но два партийца, два единомышленника решили, значит, работать на страну. Что-то делить, да, какие-то мелочные вопросы шкурные решать. Вы понимаете, на таком уровне это все уходит на второй план. Естественно, сразу возник вопрос, какое отношение брат имеет к золоту? Самого этого Азима Роя допрашивал генеральный прокурор СССР Руденко. Один человек не может золото продать, и два человека тоже. А почему он вас беспрекословно послушался? Кто? Батукаев. Меня? Да. Я не скрываю. Я сказал, что я лично пристрелю Респека Ахматбаева. Я от этих слов не отказываюсь. Приветствую зрителей нашего канала. Я Рита Муколаева. Вы смотрите программу «Реальный взгляд». Сегодняшний наш гость Феликс Кулов. Здравствуйте. Добрый день. Феликс Мурза, вы занимали самые разные высокие должности, и когда наша страна была в составе СССР, и в годы независимости. Анализируя те или иные происходящие события, вы, наверное, в отличие от нас, смотрите на все иначе. То есть читаете между строк. Но не совсем так. Не совсем так, потому что живешь в определенной реальности и начинаешь смотреть именно в перспективе, опираясь на существующую реальность. Конечно, определенный опыт есть, вот, который иногда помогает оценивать ситуацию, но в некоторых случаях, конечно, сказывается, что здесь надо все-таки смотреть на перспективу и исходить из многих факторов, потому что мы стали немножко другими. Геополитика изменилась, понимаете, потом самостоятельный путь развития. И здесь приходится искать как бы нетрадиционные подходы к решению. У вас есть и такой жизненный опыт. С 2000 по 2005 год вы находились в мехтазаключении. Произошла тюльпановая революция, вы были освобождены, оправданы и затем заняли должность премьер-министра. Вы первый, а вот Садыр Джапаров второй человек, президент нашей страны, который тоже на волне народных волнений, он тоже был освобожден и на сегодняшний день является президентом нашей страны. Прослеживается параллель. И у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот когда вы были освобождены, через некоторое время стали премьер-министром, о чем вы тогда думали? Какие мысли вас посещали? Я не хотел быть премьер-министром, откровенно скажу, но поскольку я был руководителем политической партии, вот, и, конечно, поскольку я находился в политике, надо было какие-то решения принимать. Но вы правильно поймите, хотя я вроде бы имел какие-то контакты, имел, значит, информацию, но я, тем не менее, не находился в гуще событий. И поэтому я, естественно, отставал. Вот в понимании некоторых деталей и так далее, да, потому что все-таки 5 лет есть 5 лет. Как бы я не брал информацию, да, от своих сопартийцев, вот, от тех людей, которые приходили на свидания, я даже пользовался интернетом, но это все виртуально, понимаете? А самому быть в гуще – это совсем другая ситуация, чтобы чувствовать пульс реального времени. И поэтому я не очень хотел, но так получилось, что в окружении и прежнего президента Курманбека Бакиева, и в моем окружении все стали говорить, что сейчас как никогда нужен мир, стабильность, межнациональное согласие. И, конечно, стала эта проблема, которую я ненавижу, это проблема севера и юга. Почему я ненавижу? Потому что я считаю, единый народ, а мы еще где-то вот политики иногда начинаем делиться вот на север-юг, там, и на другие. Использовать это в своих интересах. Конечно, в интересах. своих интересах. Поэтому я, честно говоря, скрипя сердцем, пошел вот на такой тандем. Мне уговорили попросту, сказали, давай вот вместе будем работать. И я даже не хотел, мне какая разница, там, премьер и так далее. Но поскольку вот ради стабильности я на это согласился. Садыр Джапаров, ведь он тоже в ходе народных волнений вышел на свободу, и сегодня он президент нашей страны. Вот в тот момент, когда вот эта ситуация происходила, о чем вы думали? Во-первых, я очень переживал за саму ситуацию. Что может произойти?
И для меня, как сказать, вот, было важно, чтобы была сохранена стабильность, чтобы не было мародерства, чтобы не было повторения тех событий, которые у нас север-юг был, помните, да, на юге произошли, какие-то провокаторы этот момент использовали. И поэтому я внес ряд предложений Сооронбаю Джейнбекову. Я написал положение, разработал положение, ему передал о создании Временного военного совета. Этот Временный военный совет, я прямо написал, должен был возглавить министр обороны, в него должны были войти министр внутренних дел, председатель ГКНБ, МЧС и бывший главком нашей страны в лице Розы Атунбаевой. Он принял решение, значит, о том, чтобы эту власть передать Садыру Джапарову. Но вот здесь был один момент, значит, когда собрали парламент наспех, его собрали, и тогда решили Садыра Джапарова избрать премьер-министром. И вот здесь интересный такой момент произошел. Один из депутатов мне говорит, после избрания Садыра Джапарова, это было в досуге происходило, он мне говорит, мы нарушили регламент, нарушили закон, и когда за него голосовали, кворума не было, мы голосовали по доверенности. Этого делать нельзя. Следовательно, избрание Садыра Джапарова премьер-министром незаконно. И дальше он мне говорит такую вещь, после чего я немножко вскипел. Он мне сказал, вот если нам Садыр Джапаров вдруг не понравится, мы через месяц его кинем. Я говорю, кто это депутат? Вы можете Не его буду, назвать? никогда не скажу. Но и неправильно это будет. И он сказал, а вот через месяц он нам не понравится, мы тогда скажем, что собрание парламента, заседание было нелегитимно, мы его берем. Я ему говорю, ты понимаешь, что в течение месяца он может принять какие-то решения, подписывать документы. И потом, через месяц выясняется, что он нелегитимный, тогда все эти документы коту под хвост, как незаконно принятый, незаконно избранный премьер-министр. Вы понимаете, какой ущерб в стране? И я резко выступил и сказал, надо собрать депутатов, за шкирку привести, и избрание должно быть легитимным. И тогда какая-то часть, кстати, Садыра Джапарова сторонники, ну там же на улице, они же не понимают, стали требовать там, значит, обструкцию меня там объявили, Кулов против, так далее идет. Хотя толпа никогда не понимает. Она не вникает в юридический момент, она не вникает в государственные процедуры, в конституционный момент. Им лишь бы вот толпа, вот чем она опасна. Толпа, она ведома же. То есть... Конечно. Она вот принимает голым криком, там все плохие, давай мы хотим вот так сделать. Одна толпа кричит за одного лидера, другая за другого. И вот здесь должен быть здравый рассудок, и мы должны опираться на закон. Потому что мы всему миру не должны показывать, что ахлократия, она управлять может страной. Я хочу вернуться вновь в прошлое. У вас был тандем с Курманбеком Бакиевым. Было время, когда в честь вас, вашего тандема, да, называли даже детей рожденных, вот двойняшки в 2005 году родились, да, 24 марта, Феликс и Курманбек, их назвали. Вот в какой момент к вам пришло осознание, что тандем распадается, и вы для себя решили, что я ухожу в оппозицию? 2 года назад Исмаил Исаков, генерал, он был тогда министром обороны, мне рассказывал, 2 года назад, когда мы создали этот тандем, Курманбек Бакиев собрал некоторых своих сторонников, среди них оказался Исмаил Исаков. И он ему сказал, вы не переживайте, я скоро Кулова кину. Исмаил Исаков тогда возмутился, сказал, вы как генерал, такой человек прямой, сказал, это неправильно, это не по-мужски. Вот так вот, вы же вместе руки пожали, да? И Кулов, в принципе, не хотел идти, но вот уговорили. И сейчас вот так кидать, это же, ну, не по-мужски, некрасиво. А когда я почувствовал, здесь тоже была великая комбинация. Она в чем заключалась? Однажды меня зовет Курманбек Бакиев, захожу, там сидит Данияр Усенов, и Данияр Усенов открывает свой ноутбук и начинает разглагольствовать. И говорит следующее, что у нас такая ситуация, вот это однопалатный парламент, нам надо двигаться вперед, нужен партийный парламент.
Поэтому вот эта конституция, которую мы сейчас приняли, она, значит, там, значит, объявили о создании, значит, партийного парламента, но пока выборов не будет, пока этот парламент одномандатный не закончит свой срок. Но зачем нам ждать? Давайте мы сейчас его уберем. Ну, я сижу спокойно, слушаю. Вот. Они потом долго обсуждали, там еще кто-то был, не буду называть, меня стали уговаривать. Я сказал, меня уговаривать не надо, я за эту должность не держусь, потому что новый парламент, новый премьер. Я говорю, но поскольку мы кидаем парламент, грубо говоря, пусть депутаты сами заявят, что они хотят уйти, нет проблем, мы поддержим. Я за должность не держусь. После этого ко мне приходят и говорят, вот подписи собрали, какая-то часть депутатов, но не 2/3, там 1 или там чуть больше 1/3 согласны распуститься. Я собираю состав кабинета министров своего и говорю, вот такая ситуация, слушайте, решайте. А некоторые были подготовлены, говорят, уходим. Я говорю, выйдите, каждый за себя говорите. Я никого не уговариваю, у меня такого в принципе нет, да, вы взрослые, вы не дети. И единственный, кто был против, Акылбек Джапаров. Он сказал, это неправильно, делать не надо. Я сказал, ну, один против, остальные, пожалуйста, выходите перед камерами и объявляйте. Как вы решите, так и будет. Мы коллективный орган по Конституции. И вот так мы уходим, а поскольку мы ушли, согласно новой Конституции, должен избирать партийный парламент, а не одномандатный. И вот тогда, значит, депутаты пришли, и мне один, потом уже рассказывает из членов кабинета, министр мне говорит следующее. Выборы тогда у нас, получается, это было как раз зима, и один из депутатов сказал, вы знаете, мы сейчас должны зимой ходить там по всяким этим селам, водку пить, уговаривать, чтобы они за нас голосовали. Поэтому, говорит, мы решили сделать так. Мы сейчас, значит, кидаем Кулова, все это переигрываем, значит, новый вариант Конституции, при котором, значит, все остаются на местах, кроме правительства. И потом, значит, мне потом докладывают, утром захожу к Курманбеку Баки, он говорит, Феликс, я тебя поддержу, не переживай. Я говорю, да не переживай, кинут, говорю. Мне, говорю, все равно, пускай они сами решают, я за должность не держусь. Они проголосовали, значит, как бы, что новый состав это, значит, кабинета министров должно быть правительство. И потом мне доклад. Там бегает Шершов, уговаривает всех, якобы, даже кому-то чем-то, так скажем, что-то обещает. Не знаю, в карман он ложит это или не в карман, кому-то что-то обещает. Таким образом, они, значит, сломали этих депутатов, они проголосовали, сказал, нет проблем. Я спокойно ушел. Для меня это было, так скажем. Предсказуемо, да? Да. И, честно говоря, я был доволен. Почему? Потому что все, что не делается, у меня такой принцип, значит, это делается по воле Всевышнего, это значит хорошо. И в конечном итоге, где он, где я. Где я каю, где я. Так что я к этому спокойно, философски отношусь. О нынешнем тандеме президент Джапаров и председатель ГКНБ Ташиев. Что вы можете об этом сказать? Я бы так сказал, да, что это не тандем. Тандем – это когда два руководителя государства в лице, один в лице, допустим, одной ветви власти, другой. Вот как у нас был с Бакием. Он президент, я возглавлял правительство. В данном случае это не тандем, это просто два, если даже не друга, но два партийца, два единомышленника решили, значит, работать на страну. Один по линии безопасности, а другой возглавляя, значит, исполнительную власть и высшую государственную власть. Поэтому я не могу назвать это тандемом. Два человека, каждый сидит на своем участке. Понимаете? Один отвечает за всю страну, другой отвечает за безопасность. Это важнейшее направление. Именно в сегодняшней ситуации, эта ситуация связана с Афганистаном, прежде всего, да, с тем, что у нас происходит на границах. И поэтому что-то делить, да, какие-то мелочные вопросы шкурные решать, вы понимаете, на таком уровне это все уходит на второй план. У них ответственность перед народом, перед государством, перед историей. Если они что-то такое совершат,
Это отразится не только на них лично, а отразится на их детях, отразится на всем их роде и на последующих поколениях. Их будут проклинать все. Поэтому при такой ответственности, да, вот эти вот разговоры, я извиняюсь, тупые, да, что они могут какие-то шкурные интересы в государстве искать, я не верю, этого быть не может, просто-напросто исключено. Фотография Сабыра Джапарова, брата президента, всколыхнула общественность. Затем появляется еще одна фотография, буквально через сутки, Садыр Джапаров с бизнесменом Азимом Роем. Как вы думаете, почему это происходит? Кому это первое, нужно? в отношении того, что брат Садыр Джапаров на эту тему объяснился. Вы знаете, это объяснение большинство общественности не приняло. По одной простой причине. Как так? Садыр Джапаров объясняет, что брат поехал туда, потому что вот те турки не могли вот это бюрократические препоны пройти и прийти на прием президента. И он туда поехал. Естественно, сразу возник вопрос, какое отношение брат имеет к золоту? Понимаете? Но вот в этом объяснении, да, я увидел его искренность, Садыра Джапарова. Другой бы, более изощренный политик бы, придумал бы другую версию, что брат просто поехал по собственной инициативе, там оказался, ну мало ли бывает там, да. А он сказал, что брат решил помочь стране найти какой-то хороший вариант. Наивное объяснение, но искреннее и честное. Вот в этом его плюс. Но это минус для брата старшего. Но его можно понять, не оправдать. Понять можно в чем. Он никогда не работал на госслужбе, он не политик. Он не понял, что этими действиями он наносит ущерб авторитету брата. И из этого они должны сделать урок. Но в этом я ничего не вижу криминального. Понимаете, с позиции брата. Искреннее желание что-то сделать. Но оно получилось, хотел по-хорошему, получилось не очень. Понимаете? С точки зрения политики, с точки зрения восприятия общественности, получилось не очень. Что касается Роя, Азима Роя. Я ситуацию эту знаю неплохо. Почему? Значит, во-первых, я был в Беловодском доме-интернате, да, для детей. И там я впервые услышал, что один иностранный бизнесмен очень большую помощь оказывает этому Беловодскому дому-интернату. У меня, если я в Чуйской долине многих знаю, мне рассказывали, что так он сотням людей, да, таким социально уязвимым, проживающим в Панфиловском районе, это его родина. Это, значит, Орузахун Сейдасимов, его фамилия. Он, оказывается, наш гражданин, и он помогает им. И потом в интернете, значит, я когда стал эту информацию смотреть, в интернете нахожу следующую информацию, открытая. В 1997 году и по 2013 год у него в швейцарском банке находилось больше 11 миллионов долларов. С 1997 года, то есть и потом, значит, это человек, который делал бизнес на Западе. Там все открыто, прозрачно. Он ничего ни от кого не прятал. Но его связывают с криминалом. Теперь что насчет криминала? Как бывший сотрудник органов внутренних дел. Я тоже спрашивал у своих коллег, которые в то время работали. Значит, в 1987 году произошло убийство Султана Ибраимова на Иссыкуле. Я буквально 2 дня занимался этим делом, допрашивал одного, значит, бывшего его водителя и так далее. И через 3-4 дня я работал начальником отдела по раскрытию убийств и розыску преступников управлению уголовно-розыска МВД нашей страны. Но меня где-то уже приказ вышел, и меня отправили замначальника МВД Таласской области. То есть я уже попал в этот период как раз. До убийства уже был издан приказ, но на убийство я на 3 дня задержался, поскольку я, значит, отвечал за определенный участок. Мне поручено было там кое-какие мероприятия в городе провести. Я их провел, и меня отправили в Талас. Но, значит, по этому убийству, оказывается, да, значит, был один сын одного очень известного человека,
и очень известного в стране человека, не буду называть его фамилию, и вот задержали вот Азима Роя. Вместе с ним почему-то подумали, что они там могут, потому что тот сын человека, они где-то, вот, поскольку верхушка, якобы там могли быть какие-то у них столкновения у отца. Вот. И их задержали, и потом самого этого Азима Роя допрашивал генеральный прокурор СССР Руденко. Даже такой момент был. Вот это мне ребята рассказывали, что потом, когда информацию я стал собирать, они его отправили даже Лефортово. Этого. Но поскольку не могли ничего прицепить, они взяли ему из предела этот наркотик, к тому времени как бы сказали, что он с наркотиком задержан и так далее. Но кто будет против генерального прокурора и против, когда КГБ СССР приехали разбираться, ну, было основание, чтобы его задержать. Там дали ему, там еще другим вот эти наркотики, что они занимаются. Потом через какое-то время раскрыли, и тогда был такой Смагин, его нашли повешенным. И более того, потом уже было, значит, поступило, так скажем, большое разъяснение от ЦК КПСС, и в каждом партийном органе провели собрание партийной организации и рассказали, почему и как произошло убийство, и кто был в этом виноват. Как раз вот нашли фамилию этого человека, он был потом, нашли его повешенным. А Азима Роя, его осудили за наркотики, но потом его оправдали полностью. Почему эти фотографии появляются и кому это нужно? Вы об этом думали? Нормально, абсолютно. У нас на любого человека, любой какой-то что-то находится, сразу начинается. Понимаете, в чем, так скажем, прелесть, в кавычках, прелесть социальных сетей? Каждый, кто сидит, тоже что-то может выбрасывать. Одну вещь вам скажу такую. Недавно, значит, было такое исследование со стороны психиатров. И они сказали, что социальные сети, они помогают некоторым психически больным, некоторым людям, у которых не очень крепкая психика, но еще не дошли до психических заболеваний. Почему? Если раньше он сидел на кухне, кого-то материл, то теперь он в социальных сетях может мочить любого, начиная Трампа, Байдена, Путина, Макрона, Зеленского, Кулова, значит, Бакиева, Акаева, Джапарова и прочих-прочих. И он чувствует себя, что он, знаете, как вот, я могу оказывать... То есть абсолютная безнаказанность? Безнаказанность, да. И плюс то, что он может, вот, и кто-то ставит ему лайки, он что-то старается делать. Вот есть в этом, в кавычках, прелесть. Значит, так что, с одной стороны, социальные сети нужны для, так скажем, самолечения, так цинично я скажу, да, а с другой стороны, это площадка, где очень много оскорблений, при том нашей низкой культуре, общей, политической, да, правовой культуре. Там такие вещи, когда читаешь, ну просто, там такие оскорбления, маты идут, да. Ну, что делать? Такова жизнь. Такова жизнь. И поэтому спокойно реагируйте вот на эти фотографии, потому что, в чем, я скажу, мы можем быть недовольны чем-то. И вот неудачно, значит, по каким-то вопросам выступает, допустим, тот же Садыр Джапаров или другой руководитель. Но что есть положительного у Садыра Джапарова? При всем этом он на каждый факт пытается ответить. В этом большой плюс. Хотя мы можем его ругать, что он не так сказал, или еще что-нибудь, но человек искренне что-то пытается объяснить. Он не молчит, он пытается что-то сказать. И в этом, и иногда, да, неудачно, за какое-то слово можно зацепиться, не спорю. Я тоже иногда так смотрю, можно было по-другому сказать, да, вот как политик рассуждает, как юрист. Но ему в этом искренности не откажешь. В стремлении, в желании попытаться людям что-то объяснить, донести. В этом ему не откажешь. Президент Садыр Джапаров призвал депутатов и других политиков создать комиссию для проверки информации о продаже 19 тонн золота. Если бы вам предложили войти в состав этой комиссии, вы согласились бы? Ну, отказаться не можешь, это понятно, да? Но я считаю, что надо в этой комиссии побольше критиков собрать. Побольше критиков, которые явно не доверяют.
Вот когда Садыр Джапаров сказал, что пусть оппозиция возглавит комиссию по продаже золота, это показатель того, что он не боится. Так вот, в комиссию надо включать тех, кто критикует, большинство. Тогда, вот если критики в другую сторону займут противоположную, это будет показатель, понимаете? А я человек, я так считаю, что я, значит, спокойно отношусь, потому что я понимаю, что золотом играть нельзя. Рано или поздно, все это выявится. Никто никогда скрыть этого не может. Поверьте мне, как бывшему премьеру, бывшему руководителю, тогда Министерство национальной безопасности называлось. Рано или поздно, если где-то там попытаются захимичить, но при тщательном расследовании можно все это выявить. Страна небольшая, поверьте мне. Расколоть я не вижу проблем, потому что интереса у многих не будет. Один человек не может золото продать, и два человека тоже. Вы поняли, да? Там задействуются транспортные схемы, там задействуются и определенные счета, там задействуются там много моментов, да, начиная от аффинажа, начиная от разработки, поступления руды, аффинажа, сколько там выработано, сколько ушло там, значит, в сторону и так далее, и так далее. Это очень сложный процесс. 2005 год. Тогда вы занимали должность премьер-министра, и сейчас я хочу вспомнить одну непростую ситуацию тоже из вашей жизни. Депутат Жогорку Кеңеша Тынычбек Акматбаев был убит в колонии. Затем в 2006 году его брат Рыспек Акматбаев, криминальный авторитет, тоже был убит. В 2019 году отец братьев Абдумалик Акматбаев написал обращение с просьбой возобновить расследование. Да. Он считает, что, может быть, вы причастны к этому убийству. Тогда, я напомню еще раз, вы занимали должность премьер-министра. На своей страничке в Фейсбуке вы ответили, что поддерживаете его и считаете нужным начать полноценное расследование. Конечно. Я считаю, это обязательно надо сделать. Почему его не сделали, не могу ответить. Но что касается смерти Тыныча Ахматбаева, депутата. Вы знаете, интересная вещь произошла. Я после того, как был освобожден, мы где-то вот, с народом же мы встречаемся, и в одном месте была встреча. И меня спрашивают, вот сейчас Рыспек Ахматбаев, его дело должно рассматриваться в Верховном суде. Но в это время его родной брат Тыныч Ахматбаев возглавляет комитет по судебной реформе. Можно ли считать объективным, если Верховный суд примет оправдательный приговор? Я сказал, я согласен, здесь могут возникнуть вопросы. Я говорю, а вы мне спрашиваете, а вы что предлагаете? Вот на месте Тыныч Ахматбаев. Я скажу, может быть, если бы... Они говорят, один из вариантов, если он временно эту должность оставит, пусть без него суд рассматривает. Нормальный вариант, почему бы и нет. Эту ситуацию раздули, Тыныч Ахматбаев ко мне заходит и спрашивает, Байке, я вас уважаю, но почему вы так говорите? Вот против меня выступать, что я плохого сделал? Я был тогда первым вице-премьером после революции. Я ему это объяснил, он сказал, вопрос снимается. Потом он решил поехать по всем колониям. Я вам скажу, как бывший сотрудник органов внутренних дел. Его смерть была неизбежной. Я не знал, что он ездит по колониям, поскольку я не курировал, я занимался экономикой. Почему была неизбежной? По одной простой причине. Рыспек Ахматбаев, он враждовал с Азизом Батукаевым. Почему? Азиз Батукаев представлял, так скажем, условно, черную часть уголовного мира, воровскую. А Рыспек Ахматбаев, он считался отколовшимся, и он выступал против них. У него были свои, так скажем, криминальные дела, да, у обоих, оба криминалитет, но один воровской жизни, да, а другой, который не подчиняется, но тоже криминал. И они враждовали, и получалось как? Больше того, я когда находился в колонии, был такой момент. Ко мне начальник колонии подходит и говорит, вы знаете, что у них такая вражда идет? Я говорю, да, знаю. Вот сейчас одного из близких соратников Рыспека Ахматбаева хотят привести в нашу колонию. И вы знаете, что сейчас те обязаны его поломать. Этот общак. Я говорю, да, так у них вроде положено, у них вражда. Я вас прошу, поговорите с общаком. Я говорю, начальник колонии, ты меня за кого считаешь?
Ну, говорит, вы вроде Аксакал, авторитет, но поговорите. Я не знаю, к кому обратиться. Ну, хорошо. Я иду в спортзал, мимо них прохожу, они там сидят. Я так зашел, ну, прямо не говоришь, как вот будет настроение. Вот сейчас слышали, что одного из соратников, значит, корешей, ну, как это, Ахмадбаева должны прийти, да, знаем. Я говорю, ваши действия будем ломать. Я говорю, ребята, ну вы представляете, сейчас его поломаете, зайдет спецназ, начнут вас ломать. Вся зона пострадает. Ну зачем это делать? Они говорят, Байкеша, они мне так говорили, Байкеша, у нас нет другого выбора. Мы его не поломаем, с нас будет спрос. Я говорю, давайте так договоримся. Когда он придет, хотя бы день его не трогайте, а я решу, что делать. Я зашел в начальник колонии, сказал, давайте, я говорю, вы можете сделайте так, пошумейте там, что-то попытайтесь, но ничего не делайте. Он говорит, хорошо, но день. Я говорю, ладно. Захожу в начальник колонии, говорю, слушай, когда он зайдет, ты в общую зону не отправляй, в ШИЗО. Ребята там пошумят, вроде так, перед тем своим руководством воровским оправдаются, а пусть он в ШИЗО и там не выпускает. А там дальше видно будет. Вот так мы договорились. То есть у них вот такая вражда была. И когда Тыныч поехал по всем колониям, его цель была принизить авторитет Азиза Батукая. Вот видите, я за своего брата езжу, я все колонии посетил, везде всех осадил, все на нашей стороне, а здесь никто. И поэтому ожидаемое было, потом сами опера мне рассказывали. Я говорю, ну что ж вы не предупредили? Он говорит, никого не слушает. И они, когда зашли в ту колонию, значит, потом там вот это разборки последователей, их перестреляли, у них оружие отобрали, перестреляли, они с оружием зашли, вот это тоже была ошибка. И я в это время стал искать министра внутренних дел Мурата Суталинова. Там один вопрос какой-то возник срочный. Вот. Я говорю, давайте соедините меня с Муратом Суталиновым, выясним, что там за бумагу они прислали, мы не можем разобраться. Он мне из машины говорит, что я еду, там Тыныч Ахмадбаева ранили. Я говорю, как это ранили? Он говорит, вот так, вот так. В колонию пошел, зашел внутрь, и там ранили. Я говорю, вот я еду разбираться. Я говорю, ну ты доложи об этом президенту. Он говорит, ну по телефону не могу, вы сами доложите. Звоню Курманбеку, Курманбек, вот такая ситуация. Он говорит, Феликс, езжай сам, все-таки депутат. Ну, президент сказал, надо ехать. Я поехал. Приезжаю уже вечер, спрашиваю, ну что там? Они говорят, вот он там находится. Я говорю, выясни, он живой или не живой. Но говорят, раненый. Я говорю, ну надо забрать. Мы не знаем, как зайти. Как это? Ну, никого там нет, все наши вышли, говорит. Охрана вся вышла, говорит, только по периметру стоим. Ну, каким-то образом говорили по громкой связи. Говорит, нет, мы говорили, этот матюгальник, а вот он действует, это на промку, это промышленная зона, а на жилую зону не достает. Звони тогда, как-то найти. Он говорит, я могу позвонить. Этот мне говорит, замначальника колонии не было. Звонит, потом говорит, не беру трубку. Я говорю, а почему? Вот, он знает, кому звонить на зону. Понимаете? Я говорю, а почему? Говорит, они знают мой номер телефона. Я говорю, ну дожились. Тогда говорю, помощнику, ты позвони. Может быть, у тебя возьмут трубку. Он звонит, я помощник премьер-министра, те говорят, все понятно, пусть премьер-министр заходит на зону. Честно скажу, немножко я испугался. Почему? Когда я был на зоне, там было два наркомана, где я сидел, и у меня были с ним нехорошие разборки, они там неправильно себя повели, вот, и мне пришлось их поставить на место. Да? И они мне сказали, ну, потом все равно как-то так, злобу затаили. И они, как больные туберкулезом, их отправили в эту зону. Там тубики находились, да. Ну, ладно, деваться некуда, кто со мной пойдет? А там был еще председатель ККНБ, значит, там министр внутренних дел, что-то они не захотели. Я сказал, ну, ладно, там взял помощника, взял замначальника, тогда назывался ГУИН, Главное управление строительных, значит, учреждений, и мы туда зашли. Я тогда впервые увидел Азиза Батукаева. Там вся зона собралась. Когда захожу, ну, здесь профессиональная память меня не подвела, я видел его фотографию в «Дело номер» газеты, когда он так стоял, на плечи оперся двоих своих друзей, да, и он так стоит один, так выделяется, там были ребята, вот. Ну и потом я когда спросил, живые есть?
Я говорю, так, ну, 2 слова там, как жизнь, так, как обычно начинаешь, так, общие разговоры, да, вежливость, так скажем, в кавычках. Я говорю, живые есть? Нет. Все мертвые. Я сказал, раз так, будем действовать по закону. Он говорит, только по закону. Я говорю, кто убил? Вот, говорит, показывает. Абдулин, кличка Погоняла, Погоняла это его, как псевдоним говоря, простым, красивым языком, Погоняла 20-ка. Я говорю, ты убил? Да, я. Значит, мы сейчас тебя заберем с колонии. Оружие где? Оружие здесь забрали. Оружие вернете? Войдет оперативно-следственная группа, значит, врачи и так далее, буду смотреть. А ты, говорю, Азиз, звони по всем колониям. Все колонии выгнали администрацию, полностью неуправляемые стали. Я говорю, звони всем колониям, чтобы администрация зашла и продолжалась нормальная жизнь в колониях. Хорошо, я пошел звонить, я вышел вниз, там, говорит, подходит, говорит, там мужики вызывают вас на общение. И общение это у них как бы собрание. А почему он вас беспрекословно послушался? Кто? Батукаев. Меня? Да. Когда вы ему сказали, что нужно... Да очень просто. Потому что он прекрасно понимал, что мы будем разбираться по-любому. С государством он ничего не сможет сделать. А здесь самый простой выход. Они нашли одного человека, на которого все взвалили, Абдулина по кличке 20-ка, да. Вот. Они его выдают, и дальше уже смотреть, вот мы все, пожалуйста, мы все действуем по закону, мы не при делах. Тоже работал такой молодой человек, Аслан Бетешев. И вот он мастер спорта по самбо, но в самом легковесном, наилегчайшем. Вот он шел по городу, на 2 машинах к нему подъезжает, среди них был Респек Ахмадбаев. Они садят в машину Аслана Бетешева, говорят, покажи квартиры, где вот и дома, где живут, значит, так скажем, помощники Кулова. Ну и он повез, стал им показывать. После этого они выезжают за пределы города, туда вот в сторону наверх, там где Арчалы и так далее. Вот. Потом, говорит, выходи из машины. Это он потом показания дает официально. Он вышел из машины, Респект говорит, принеси пушку. С другой машины приносит револьвер, он рассказывает, белый револьвер. И Респект берет этот револьвер и прицелится в голову. И Аслан Бетешев мне показывал, говорит, вот так, я, говорит, руки поставил, лицо закрыл 2 руками. Я говорю, Байке, я же не при делах, зачем вы меня хотите убить? Он говорит, убери руки. Я руки не убирал, он выстрелил. От этого удара 2 руки он бьет себе, падает, теряет сознание. Через какое-то время приходит, я, говорит, не помню, через какое. Он кричит, идите, добейте его. Я это услышал, вскочил, прыгнул вниз через камыши и побежал по полю. Еще получил 2 ранения в руку. Он бежал в этих таких тяжелых штанах ватных. Все это сбрасывает, бежит там в куртке. Подбегает в одном, там люди машину что-то ремонтировали. Он к ним подбегает и говорит, отвезите меня в больницу и так далее. Те говорят, пошел отсюда, и думает пьяный. Он говорит, я водитель Кула, меня стреляли. Они его сажают в машину, везут в больницу, туда мы все приезжаем, он всю эту ситуацию рассказывает. Стали искать Респека Ахмадбаева. И потом позже выяснилось, что он 3 дня скрывался в доме Максима Бакиева на Джибек-Джолу. Но они ему сделали алиби, и некий русский пчеловод дал показания, что в это время он приносил ему мед, и он находился в Чолпаноте. Понимаешь, показания одного Аслана Бетешева роли не сыграли. Но потом было уголовное дело, полностью одно расследованное, убийство Усена Худайбергенова, и официально МВД заявило, что к этому делу был причастен Респек Ахмадбаев и еще 2 человека. Потом Респек Ахмадбаев через определенных людей стал слухи говорить о том, что он готовит покушение на моих родных братьев. Я тогда, сейчас могу, я об этом и говорил, я не скрываю, я сказал, что я лично пристрелю Респека Ахмадбаева. Я от этих слов не отказываюсь. Я так и сказал. В этот момент, когда я говорил об этом по телефону, ребята, он сказал, приготовьтесь, мы сейчас пойдем, найдите мне Респек, я его лично пристрелю. Сяду, значит, сяду. Но я не допущу, чтобы мы еще братьев убивали.
В это время услышала супруга, она меня, значит, стала говорить, я сказал, да успокойся ты, это не твои дела. Она говорит, только я тебя прошу, ничего не делай и так далее, там, ну, типа того, что Всевышний есть, там, такие слова. Через неделю его убили. Так что я этот грех на душу не успел взять. Но я, честно скажу, я хотел его убить. 30 июля в камере в СИЗО-1 был убит Чингиз Джумагулов. Кто это, вы знаете, да? Буквально недавно сотрудники ГКНБ задержали членов организованной преступной группировки Камче Кульбаева. Вот эти факты вам о чем-то говорят? Я бы так сказал, если мы возьмем Рысбек Ахматбаев, этот человек пытался влезть в политику, он прямо говорил, зайду в парламент, буду палкой гонять министра. Человек явно решил зайти туда. Что касается вот этих криминальных людей, которых задерживают и так далее, которого убили, эти люди не лезли в политику. Вот в этом есть отличие. Вот. Это люди относятся к так называемому, скажем, воровскому миру, да, у них свои понятия, у них не положено идти в политику. Это противоречит их, так скажем, с их неписанным законом. Если они войдут в политику, это уже, он же уже не вор в законе, он уже не криминальный авторитет и так далее, этого не допускается. А Рысбек Ахматбаев, он был криминальным авторитетом, но не входил в воровской мир, так скажем, который, ну, существует сегодня. Поэтому эти люди, они туда никаким боком не прикасаются, понимаете? Поэтому сказать, что они лезут в политику, это исключено. Если они туда зайдут, они уже прекращают быть, нарушают свои неписанные законы. В 2019 году в одном из своих интервью вы сказали о том, что Акаев должен вернуться в страну для того, чтобы приносить помощь стране. У него есть знания, опыт. Он приехал в нашу страну, но его приезд был связан с делом, со следственными мероприятиями, с делом Кумтора. Вы комментировали его приезд и сказали следующее. Акаев сам вызвался приехать в Бишкек. Он готов сотрудничать со следствием. Прокомментируйте. Ну, он сам потом же этот момент тоже объяснял, что ему бояться нечего, поэтому вот он все расскажет ради страны, ради того, чтобы восстановить, значит, законность и так далее, и разъяснить конкретную ситуацию. Я считаю, это нормальная абсолютно его позиция. Я в этом ничего такого не вижу. Человек исходил из высших соображений, ценностей, и все. Совсем недавно вы написали пост о женском обрезании, которое происходит здесь, на территории Кыргызстана, в нашей стране. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему возникла именно эта тема у вас? Ведь Муфтият и Министерство здравоохранения на сегодняшний день они не зарегистрировали ни одного факта, связанного с женским обрезанием. Да очень просто. Примерно год назад, находясь в одной компании, мне рассказывали вот так, вот мы сидели, говорят, что там одна девушка, значит, одна семья, значит, говорили об этом женском обрезании, да. Но я, естественно, спросил, кто, что, поскольку это преступление. Я как юрист не мог это. Да, вы знаете, говорит, наверное, они уже, говорит, мы там через соседей слышали, уже, наверное, они уехали в Турцию, и мы предполагаем, что они, может быть, и в Сирию хотят уехать. Но они настолько вот религиозные. И вот потом, второй, читаю пост, тоже одна, значит, женщина пишет в Фейсбуке вот эту ситуацию, что она с кем-то встречалась. Позже, потом эта женщина, значит, в личку мне выходит, я тоже поинтересовался, кто эта девушка, надо же выяснить, чтобы не допустить дальше, да, может быть, надо помочь, может выяснить, кто это делал, потому что это надо пресекать. Она говорит, она, лицо закрытое было, она была, плакала, я не успел, но я поняла, что она студентка колледжа. То есть я все не успел выяснить и даже запомнить. Вот этот факт меня насторожили, два факта. Плюс к этому, значит, я немножко владею ситуацией, поскольку я тему эту изучаю, да, вот. Не эту тему специально, а вообще религиозную тематику, и связаны с этим какие-то отклонения. Потому что надо быть очень тщательно, так скажем, наблюдать эту ситуацию, потому что есть определенный перекос. Об этом говорю не я.
вот в частности покойный Чувак Хаджи, он говорил о том, что нас, народ, разделят не какие-то там территориальные, родоплеменные дела, нас может разделить течение в религии. Мы ханафитский мазхаб. Но вот он даже выступал против Агахана, вы как помните, да? Он выступал против других течений, которые совершенно неправильные, да, считают. Даже такой момент был, когда он шел по улице, там девушка была в никабе, он сделал ей замечание. Хиджаб – это нормально, но никаб – это уже все, это уже даже выходит за рамки ислама, законов шариата. Вот. И поэтому, плюс к этому, ситуация с женским обрезанием следующая во всем мире. Сделано было в 30 странах 200 миллионов обрезаний. Из них 44 миллиона девочки до 15 лет. В Дагестане, в некоторых республиках, значит, Кавказа делают. Это там не обязательно, но вот так вот где-то принуждают. По этому поводу муфтият России издал соответствующую фетву. У нас называется фатва, там фетва. Организация Объединенных Наций приняла решение покончить с женским обрезанием к 2030 году. Ситуация серьезная. Просто промолчать нельзя. Но я не просто это хайп какой-то сделал, а я сказал, что нужно сделать. Первое. Министерство здравоохранения должно предупредить всех врачей. Может быть, кто-то по неграмотности думает, а почему бы не помочь девочке, да, сделать это? Или заработать. И заработать на это, совершенно правильно. Пусть предупредить. Будете сидеть, если сделаете. Также, кто незаконным врачеванием занимается, тоже надо предупредить общественность. Духовное управление мусульман. Они тоже должны издать фатву и сказать, ребята, это неправильно, так нельзя делать. Но, кстати, они потом где-то сказали, что это противоречит ханафитскому мазхабу. Но некоторые лже-богословы, я их так называю, они говорят о том, что в некоторых хадисах это разрешается. Это бред. Понимаете, это самое настоящее. Это переворачивание всех вот этих заявлений богословов в отношении женского обрезания. Поэтому эту тему лучше заранее предупредить, чтобы мы до крайности не доходили. Преступления против несовершеннолетних детей. Это одна из острейших проблем на сегодняшний день в Кыргызстане. Педофилия, изнасилование. Как вы думаете, каким образом можно решить эту проблему? Пожизненное заключение – это выход? Кастрация – это выход или нет? Это не выход. Это не выход. Даже смертная казнь не выход. А может быть, смертная казнь где-то будет и во вред. Тогда преступник будет просто убивать жертв. Ну так и так. А так он может надеяться на что-то. К сожалению. Хотя я считаю, что... Ну, я, например, человек такой очень миролюбивый, но в отношении педофилов и прочее, да, я... Ну, так скажу, у меня рука не дрогнет пристрелить такого человека. Но с точки зрения политики, с точки зрения криминологии, науки о причинах преступности, здесь должны быть другие подходы. И здесь уже речь идет не только о воспитании в школах, там, в семье, пропаганде, там, ненасилия, да, это работа психиатрии, да, работа, значит, в школах, психологов и так далее, и так далее. Это мощное, да, такое. Это работа на религиозном, да, вот здесь мы должны полностью использовать возможности, да, наших духовного управления мусульман, нашей, значит, православной церкви и так далее, и так далее. Большое направление. Вот. Очень много от сотрудников милиции зависит, да, как у них поставлена оперативная работа. Сотрудники милиции сами совершают преступления против детей. Да. То есть... Ну, это уже тема отдельная, как там надо порядок наводить, да. Но я просто говорю о комплексе мер, да. Можно об этом много конкретно, и конкретные можно меры приводить, да. Вот. Но в том числе я считаю, что, допустим, ну, тем же педофилам на зонах очень несладко живется, если так сказать, да. Они попадают, да. Но это тоже надо показывать, как бы это цинично ни звучало, что их ожидает там, какие мучения они будут там терпеть. Надо тоже показывать. Почему бы и нет? Понимаете, чтобы они знали, что если ты попал, парень, то тебе будет тяжело. Но здесь много факторов, да, много факторов играет. Ну и, конечно, здесь, мне кажется, еще должна быть такая нетерпимость со стороны общества. У нас же многие боятся сообщать. Понимаете, считают как-то это, ну, там, нехорошо, там, на кого-то доносить. Лучше замолчать. Лучше замолчать. И вот здесь мы должны тоже правильно вот эту свидетельскую базу использовать, да.
Вплоть до того, что если ты сообщил, и мы выявляем, чтобы сотрудники это обеспечили как на уровне государственной тайны, этого человека нельзя было потом расшифровать, если он о ком-то сообщил. Эту систему тоже нужно создавать, и я думаю, что вот при таком подходе комплексном, да, можно говорить об этом. Полемика между вами и Темирланом Султанбековым началась в 2019 году, но я не об этом. Ну, те, кто интересуется этим вопросом, они читают. Я хочу процитировать вас. Это был ответ на очередной, скажем так, тоже ответ Темирлана Султанбекова. Вы написали следующее. «Совершенных людей не бывает. Недостатки есть у всех, в том числе и у Акулбека Джапарова. Еще больше их у меня. Но в отличие от некоторых молодых и амбициозных, мы умеем их признавать и исправлять». И прочитав это, я вспомнила ситуацию со Аскаром Акаевым, когда вы сказали, да, я простила его. Тот же Акулбек Джапаров, ситуация тоже была неоднозначная для вас. И у меня создается такое впечатление, что у вас происходит переоценка ценностей. То есть она началась не сейчас, а вот в 2009 году вышла книга, да, «На перевале». Да. Автором этой книги были вы. И в одном из интервью вы сказали, что вы руководствовались такой идеей не проявлять злости к тем, кто причинил боль. А почему у вас произошла эта переоценка ценностей? И есть ли люди, которые были в вашем окружении, работали с вами, которых вы все-таки никогда не простите? Это вопрос непростой. Он связан, знаете, с чем? Первое, наверное, это воспитание от моих родителей, да? Я вообще по натуре вспыльчивый. Это, видимо, не от отца. Вот. И бывали моменты, когда я вот такую горячность проявил, вот как в отношении Респека Ахмадбаева. Но здесь уже было другое. Это мои братья. Если за себя я бы сказал, да, мало ли что он там говорит. Вот. Но моя мама всегда говорила, сынок говорит, она знает мой характер, она меня пыталась уберечь вот от таких необдуманных резких действий, да. Потому что я могу сделать, а потом только уже думать. Такое у меня бывало. Там, я любил в детстве драться, там, иногда даже сразу влез в драку. И мама это видела, и поэтому она меня как-то пыталась с детства в этом плане предупредить и говорила, сынок, говорит, ты знаешь, говорит, я могу тебе так сказать, кто плохо делает в нашей семье, они все плохо кончат. И кто тебе плохо сделает, им всем будет хуже, чем тебе. Ты запомни это на всю жизнь. И я это помню, и так в жизни получается. И поэтому я подумал, как вам сказать, жизнь не одна, чтобы ее разменивать на каких-то людей, которые путаются под ногами. Ну, прошел дальше, и ничего страшного нет. Я могу руку не подать, да, это не то чтобы прощение, это разные вещи, да. Это просто где-то презрение. А чтобы там прощать, там ходить специально такого, говорить прощаю, такого нет. То есть это внутренний процесс у вас? Да, это, так сказать, где-то безразлично, прошел мимо где-то, под ногами пропутался, пошел дальше. Вы могли бы назвать людей, политиков, может быть, просто государственных служащих, которые во благо нашей страны работали честно и порядочно, имена какие-то могли бы назвать? На высоких должностях, которые не заморали себя абсолютно. Я не расследовал по каждому конкретному человеку, да, не могу ничего сказать, но я считаю так, что и в отношении меня, и в отношении всех других политиков нужно, чтобы прошло время, и история потом покажет. Но единственное, что я хотел сказать, надо исходить еще, знаете, из чего, да, что легко рассуждать, когда время проходит, и потом кого-то осуждать. Вот где-то мы можем осуждать там всех руководителей, да, но надо исходить из той ситуации, которая сегодня складывается, да. Например, давайте Садыра Джапарова возьмем. Вот по Джетимто ситуация, да. Он, насколько я так правильно понял, он искренне считает, что надо находить какие-то внутренние источники, резервы, возможности для того, чтобы погасить внешний долг. Что? Есть очень много золота, там 5 миллиардов тонн. Если мы сейчас это продадим, хорошая идея, внешне, хорошая идея, правильно? Он искренне об этом заявил. Но
Когда начинаешь вглубь копаться, да, там выясняется, что для того, чтобы геологорозетку провести, у нас денег нету, да. Чтобы самим разрабатывать, надо 2 миллиарда долларов. Мы не можем. Но заявление сделал, да. Мы все его осуждаем. Но из хороших побуждений, но пока шагов такие, которые приведут к катастрофе, нет. Понимаете, то есть, вот видите, вот на этой обстановке он такое решение принял. Но если он будет его реализовывать, то он попадет в тяжелейшую ситуацию. Потому что надо подготовиться очень серьезно. Понимаете? И вот одно заявление сделал, через некоторое время кто-то будет его осуждать, вот так он неправильно сделал. Но он же до конца не довел. Он просто хотел какие-то решения. Возьмем железную дорогу. Да? Китай, значит, Кыргызстан и Узбекистан. То же самое, много противников. Да? Не только здесь, и во внешнем мире. И говорят, почему? Вот этот кусочек пройдет, нам ничего не даст, он мимо там как бы пройдет, да? Зачем нам нужно? И столько лет мы не можем решить. А если эта дорога даже на краем пройдет, а может быть это будет выгодно, давайте посчитаем. Почему? Потому что пойдет транзит. Мы можем транзит это использовать. Мы можем где-то выйти из тупикового, значит, положения, в котором мы сейчас находимся. Наша страна сегодня, как вы думаете, по вашему мнению, что нас ждет в будущем? Прогнозы ваши. Я почему считаю, что у нас должно все получиться? Во-первых, я вижу потенциал в нашем народе. Я говорю это не без всяких каких-то там высокопарностей. Да? Почему я вижу? Давайте возьмем нашу историю. Кыргызы – это народ, который прожил и при этом сохранил свою самобытность. Да? Несмотря на то, что мы где-то делимся по региональным, там, территориальным и прочим принципам, тем не менее в главном кыргызы все-таки мы едины. И вот это единство не должно быть разбито ни по религиозному, ни по каким политическим и иным признакам. Вот это задача главной верховной ветви власти. Это первое. И я вижу, что к этому, по крайней мере, Садыр Джапаров говорит и старается что-то делать. Вот это один момент. Второй момент, который дает оптимизм, да, то, что у нас все-таки есть неплохой потенциал. Значит, внутренние ресурсы, да, природные богатства. Главное, как умело им распорядиться. И последний вопрос. Феликс Мырза, что бы вы сами себе пожелали? Ну, прежде всего, не самому себе, а своим родным, близким, прежде всего, да. Потому что надо думать об этом. Своим детям, внукам, своим родным, близким. Ну, прежде всего, здоровья, счастья, материальной независимости. Вот, чтобы они больше все-таки могли заниматься своими делами, творчеством, чтобы не давлел вот этот меч, когда над головой висит, нужда материальная, которая, к сожалению. Ну, естественно, когда будет в каждой семье хорошо, значит, в стране будет тоже хорошо. Я желаю вашей семье гармонии, Спасибо. материальной независимости Спасибо. и здоровья. Спасибо. Спасибо Вам за сегодняшнюю и всему беседу. нашему народу то же самое. Спасибо.